Открывая заседание, Юнусбек Евкуров привел слова президента России Владимира Путина, сказанные на коллегии ФСБ, о том, что необходимо не дать экстремистам втянуть в свои преступные сети молодежь. Вот эти акции, которые потом пошли уже по регионам, мы помним и до Санкт-Петербурга, действия в Астрахани, потом цепочка это все дальше пошла, нападение на наших сотрудников в Малгобеке. Это одна цепочка, дается общий сигнал. И все начинают где-то свои мероприятия отрабатывать. И, конечно, таким вещам надо быть готовым. И серьезно надо работать против идеологии распространения и экстремизма, и терроризма. Те ребята, которые уезжают с наших регионов, возвращаются оттуда уже более матерыми, готовыми. И едут не с целью там раскаяться, адаптироваться, а с целью выполнять уже задачи здесь, на территориях наших субъектов, потому что в частности в Республике Ингушетия, по эскалации напряжения, по совершению диверсионно-террористических актов и так далее. И, конечно, вот те мероприятия, которые сейчас проводятся органами правопорядка после теракта в метро Санкт-Петербурга, показывают, да, понятно, что до этого они были на контроле, отслеживали их. Ну, посмотрите, какая целая цепочка в разных регионах, казалось бы, там, Калининград, где находится, да, вот, в разных регионах целыми группами задерживают. Даже не просто так. Сеть, она распространилась, поэтому нам надо очень серьезно на это обращать внимание. И эта зараза, она распространяется на все регионы. Указанные факты свидетельствуют о возможной активизации деятельности бандподполья в регионах Российской Федерации, в частности в Республике Ингушетия. Надо принять все меры, максимальные меры, к тому, чтобы минимизировать эти угрозы. Руководитель региона уделил внимание выработке предложений по наращиванию эффективности деятельности групп пропагандистов по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Рассматривался также круг вопросов, связанных с состоянием работы по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к майским праздникам. Глава республики уделил также внимание профилактической работе в муниципальных образованиях. Используя там площадку Сирии тем, что используя вот те, в том числе жертвы среди мирного населения, в том числе постановки, которые бывали, мы видели, да, там уже наши разные каналы, в том числе мировые, показывали, как где-то там в мирном арабском государстве постановки делают там, потом это забрасывают, как будто это в Сирии. Тем, что вот такие провокации с химическими атаками дают почву для идеологов работы, в том числе в нашей стране, чтобы еще больше молодежь поднимать там, под видом борьбы там, с неверными, там, убийством мусульман там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта идеология, она распространяется посредством вот этих всех фактов, которые происходят. Сейчас в соцсетях там проходит периодически, кто-то сбрасывает. Это тоже попытки такого типа соучастия, а никто с этими людьми беседу не провел. При этом он выразил недовольство работой антитеррористических комиссий по профилактике экстремистских проявлений среди молодежи. Здесь я хочу делать серьезные замечания и упрек нашим АТК муниципальным образованием, которые не совсем правильно работают. И ваши протокольные заседания, они к хорошему не приводят. В последующем понимаю, что все лежит на поверхности, но вы туда не опускаетесь. Ночью, в ночное время. Есть известные места, где могут происходить там сборы, где могут люди собираться, в том числе и на околицах, там, за пределами населенных пунктов, и внутри городов и сельских поселений. Но почему-то ни власти муниципальные, ни органы правопорядка МВД, которые должны патрулировать, смотреть, особого внимания не уделяют. Поэтому некоторые бандиты себя чувствуют более чем свободно, не совсем добросовестно и в оперативном плане, и в плане работы АТК на них уделяется внимание. Вместе с тем Юнусбек Евкуров отметил, что молодежь доверчива и подвержена влиянию со стороны. Поэтому в первую очередь необходимо вести правильную идеологическую борьбу.
Зарима Ивлоева, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамазан Ахильгов. Новости 24.